Одно из условий для участия в конкурсе «Лидеры России» – управленческий опыт, хотя бы минимальный. Его можно набраться, например, в промышленной компании. Тот же Максим Терещенко 11 лет проработал в компании «Якутуголь». В Нерюнгри крупные добывающие предприятия предложили десятки вакансий жителям Южной Якутии. Наш корреспондент Сергей Козюров выяснил, мест для трудоустройства в Нерюнгринском районе гораздо больше, чем соискателей. Василий Руссу пришел на ярмарку вакансий в поисках очередной работы. Он переехал жить в поселок Беркакит из Приморья год назад. С тех пор ему не раз пришлось менять место работы. В первый раз его обманули зарплатой. Второй раз образовалась конфликтная ситуация. А когда Василий поступил в одну из промышленных компаний, его все устроило, кроме одного. В Беркаките добраться до Нерюнгри транспорта нету, а это все на такси. Такси стоит дорого очень. По моему карману, так что будем говорить. Так что пришлось уволиться. Чтобы понять, почему он не может трудоустроиться там, где все бы его устроило, Василий посетил тренинг с психологом Центра занятости. Как выяснилось в ходе тренинга, проблема в основном кроется в самих соискателях. Из-за их прошлого негативного опыта они боятся новой, предложенной вакансии. В первую очередь мы оказываем психологическую поддержку гражданам, потому что люди не уверены в себе. Мы вселяем в них надежду. В компанию «Колмар» ежемесячно приходят трудоустраиваться более 100 человек. Здесь открыто более 800 вакансий. В основном это подземные работы. Мы работаем с учебными заведениями. Это Горный техникум, Северо-Восточный университет, Южно-Якутский технологический колледж и Алданский политехнический колледж, которые непосредственно нам предлагают студентов, которые 80% из которых, естественно, трудоустраиваются в нашу компанию. А в Центре технической поддержки БелАЗ-24 практически закрылись вакансии, и большинство трудоустроившихся здесь местные кадры. Филиал Центра БелАЗ в Якутии открылся год назад. Здесь проводят капитальные и текущие ремонты, а также производят сервисное обслуживание карьерной техники по всей республике. Больше того, он единственный на Дальнем Востоке. На сегодняшний день мы испытываем потребность в сервисных инженерах-механиках. Это люди с техническим образованием, люди, которые должны знать устройство, механизм работы узлов и агрегатов карьерной техники, также уметь читать гидравлические и электрические схемы. Это люди, которые должны уметь видеть и знать виды неисправностей, уметь диагностировать, причем не только с помощью специального оборудования, но и органолептически, аналитически, и также уметь вести диалог с техническими специалистами заказчика. Потребность в кадрах в Нерюнгринском районе огромная, и количество рабочих мест постоянно растет. Стратегия среднеспециальных и высших учебных заведений построена в соответствии с комплексным планом развития рынка труда Южной Якутии до 2020 года. Все, что связано с тяжелой техникой, работа над тяжелой техникой, потребность у наших предприятий очень большая, потому что у нас угольная отрасль, соответственно, там требуются эти специалисты бесконечно. Для обучения студентов на высоком уровне, чтобы они стали настоящими профессионалами, в этом году Южно-Якутский технологический колледж начал получать соответствующую технику. На днях в учебное заведение привезли экскаватор, на котором будут практиковаться студенты. Планируется привезти еще несколько спецтехники и виртуальные модули. Благодаря федеральной программе модернизации материально-технической базы ЮЕТК для приобретения оборудования и техники получил всего 162 миллиона рублей. На сегодняшний день на предприятиях Южной Якутии открыты вакансии на 1500 рабочих мест. Устраиваться на работу приходят не только из самого района, но и со всех уголков республики. В основном новых работников ждут